Здравствуйте. Сегодняшняя тема стрелок Атамбаев и генерал Асанов. После 8 августа третий президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев получил статус стрелка, куайтажского стрелка. Сам признался об этом. После этого выстрела из снайперской винтовки был убит подполковник спецназа. Вчера, 13 августа, совершенно неожиданная информация появилась после обеда. Информация, значит, источник информации МВД и пресс-служба правительства. Вот что было сказано. Заместитель министра внутренних дел генерал-майор Курсан Асанов освобожден от занимаемой должности. Распоряжение подписал премьер-министр Абулгазиев. Дальше. Это такое распоряжение должно обосновываться чем-то, значит, мотивироваться. Мотивирование вот такое. Вот они же пишут это. По итогам служебного расследования за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия внесено предложение об освобождении от занимаемой должности Асанова, Курсана Асанова, генерала. Вот вам, пожалуйста, такое. Итоги служебного расследования переданы в Генеральную прокуратуру. Они указывают так. И потом в сети появляется видео переговоров Курсана Асанова с Алмазбеком Атамбаевым в доме в Куайташе, когда его арестовывали. На этом видео не только запечатлен факт, что именно Курсан Асанов входил в это помещение, где находился Атамбаев, и обеспечил его арест. Обезвредил, получается, его. Там зафиксированы их голоса, о чем разговор шел. В очень жесткой форме Курсан Асанов говорит о том, что ему надо сдаться Атамбаеву. И в конце концов он психологически его ломает, и Атамбаев сдается. И да, еще на этом видео четко обозначен, значит, акт, когда Курсан Асанов берет винтовку, снайперскую винтовку и показывает всем перед экраном в эфир, что это не игрушка, что это не муляж, а что это боевое оружие с патронами. Он демонстрирует это надо было сделать обязательно. Почему? Потому что потом может возникнуть ситуация, когда это оружие исчезнет просто и скажет, что не было никакого оружия. Не было ничего такого. Непонятно, кто стрелял. Доказывайте давайте. Что нет оружия, орудия убийства, значит, трудно будет доказать. Потому что при убийствах криминальных преступления главное это является все-таки орудие убийства. Вот это орудие убийства было, значит, зафиксировано в эфирах, чтобы потом не было недоразумений. И все передано следственным органам. Со стороны министерства начались такие разговоры, что, значит, он стер отпечатки пальцев Атамбаева с этого оружия. Как может стереть отпечатки? Отпечатки пальцев стираются тряпкой. Берется тряпка, стирается, значит, ствол, затвор, все стирается. Этого не было. Мы же видели, что не стирал он, а демонстрировал боевое оружие как таковое. Вот что было на этом видео. То есть аргумент о том, что он стер отпечатки пальцев и тем самым предал интересы милиции, это абсурд. Уже отметается это. Дальше. Дальше еще два аргумента у них есть. Еще два аргумента. Такие аргументы. Предал интересы, говорит, милиции. Вот. В чем, по их логике, предать. Значит, стер отпечатки пальцев, во-первых. Потом Атамбаев, там тоже зафиксированное видео, Атамбаев передает пакет. И что в этом пакете лекарства необходимые вещи, которые нужно передать или адвокату, или его близким, в данном случае Индире Джолдубаевой, при аресте, когда его уводили из здания. Курсан Асанов это взял и передал Джолдубаевой. И этот момент передачи не Джолдубаева, момент просто, когда Атамбаев передает ему этот пакет, зафиксировали, и потом появляется комментарий, они только это видео показывают, и комментарий к этому видео. Генерал Асанов крыса. Крыса это означает, то, что спрятал, что предал интересы, что он этот пакет припрятал, что-то с ним сделал, нету, где этот пакет неизвестно. Вот вам, пожалуйста, факт доказательства, что он крыса. Но после этого появляется, после вот этого комментария в интернете появляется видео, другое видео, где конкретно четко показано, что из машины, милицейской машины выходит Джолдубаева под руки охранников. И рядом с ней стоит с этим пакетом в руках вот этот самый охранник, он тоже шел вместе с ней туда на допрос. С этим пакетом они ушли туда. То есть это же видео доказывает, что пакет не у Асанова, не у генерала Асанова. Он там МИД находится, это в МВД находится, в здании милиции находится, министерство. Где этот пакет, надо сейчас разбираться, искать. Куда его дели, этот пакет? Ну, наверное, Джолдубаева скажет, куда его дели, потому что ей был передан пакет этот. И что в этом пакете? Джолдубаева потом отпустили под домашний арест.
значит, подписка о невыезде. И сейчас надо это выяснять. Но главное то, что доказательство того, что, значит, Асанов этот пакет не припрятал, пожалуйста, налицо, все. Это пошло в сеть, это пошло уже массы, миллионы людей, все, по всему миру. Вот тут уже не скроешь. Это документ, это доказательство. На пресс-конференции глава ГКНБ заявил, что, значит, были люди из близкого окружения, которые значит, вот, сливали информацию о том, что готовится, что делается, информацию. Но он не назвал имени этих людей. Это безответственно. Сказать, что, значит, вот в близком окружении было. А кто это близкое окружение? Это может быть министр Кашкар, это может быть заместитель Опумбаева, это может быть сотрудники, полковники, генералы. Где? Кто это близкие? Такие же безответственные заявления нельзя же делать главе такого ведомства. А намек на то, что это, значит, был Асанов. Намек такой, прозрачный намек, что это сливал Асанов. В таком случае надо распечатки телефонных переговоров Асанова, встречи, если он встречался тайно где-то там с представителями Атамбаева. Надо все это фиксировать и доказывать, а не просто голословно. Голословно это будет клевета. Значит, отпадает этот довод тоже. Потом Атамбаев заявил на этой пресс-конференции, он с таким опломбом, с такой гордостью говорит о том, что они обеспечили, видите ли, секретность операции Койташе, которой он руководил, что именно 7-го, значит, это был очень большой секрет, только 4 человека знали, никто не знал, утечки не было, и они обеспечили. Молодцы. А где результат этого молодца? Где результат? Хорошо, секретность обеспечил 7-го спецназ, вертолет, все было так, дальше. А где результат? Результат был бы в том, если бы был арестован там. О, его не арестовали. Результата нет. Труп есть. Подполковника спецназа труп есть. Это провал? Или это гордость обеспечения секрета? Не сходятся концы с концами у главы ведомства. Итог трагичен. Смерть от снайперской пули. А итог бездарен. Арест не состоялся, не обеспечен. И в этом провале, что виноват Асанов, что ли, получается? Вот в этом провале виноват Асанов? Арест обеспечил кто персонально? Не глава ГКНБ, не министр внутренних дел, господин Джуншалиев, Кашкар. Нет? Если бы они обеспечили, это было бы зафиксировано. Зафиксировано. И они тогда могли бы требовать себе наград за эти орденов, за такой подвиг геройский фонд. Но дело в том, что арест обеспечил именно генерал Асанов, и это же зафиксировано на видеокамеру. И это стало достоянием широкой общественности. И это надо было ему разве скрыть, чтобы обеспечить интересы милиции, чтобы не предавать интересы милиции. Идет пиар со стороны против Асанова. Им не удалось очернить, этим пиаром очернить генерала. Он сделал заявление, официальное заявление по этому факту. Оно опубликовано. Надо сказать, что в тот день министр Джунашалиев был в том здании Койташе. Он заходил в это здание и пытался, значит, войти к Атамбаеву, но ему сказали, что он будет застрелен, что ему лучше оттуда убраться. Он оттуда и убрался. После того, как Асанов обеспечил арест, без единой жертвы, не подставляя своих подчиненных, один вошел в здание, психологически сломал Атамбаева и арестовал его. После этого он доложил министру, и министр вернулся опять в Койташ. И, значит, представил это дело так, что это он обеспечил, он руководил, он обеспечил арест. Ну, в таком случае надо было заходить туда, в помещение, ему или Опумбаеву, никто из них на это не осмелился. Поэтому надо говорить, давайте говорить на основе фактов. Дело вот в чем. Случилось в 2019 году, в августе месяце, вот эти дни, случилось вот что. Атамбаев из позиции, из статуса бывшего президента, третьего президента Кыргызстана превратился в койташского стрелка. Он сам об этом признался. Орудие убийства – все изъято, все доказательства налицо. Он превратился во врага государства. Сначала это был оппонент 4-го президента Сооронбая Джеймбекова. Но после этого выстрела, после этого убийства он превращается во врага государства. И этого врага государства нужно было обезвредить. И вот эту операцию по обезвреживанию врага государства обеспечил Курсан Асанов. Если бы не было этого, то неизвестно, какие последствия. Неизвестно, какие последствия были бы дальше. Может, он сейчас сидел бы. Это уже было тогда на грани уже мясорубки, гражданской войны. В данной ситуации точку поставит, я думаю, президент, который просто вызовет к себе генерала, он же с ним знаком лично, знает его качества. По 2010 году
Ваше, спросит детали и поставит точку. И снимет тех с должности именно тех, кого надо снимать. Снимать надо не Курсана Асанова. Его надо награждать за мужество и отвагу, проявленные при выполнении служебного долга и по обеспечению порядка, и по сохранению статуса государства. В данном случае он власть президенту сохранил вот этой акцией. Дальше уже все, дальше уже другой вопрос. Но надо справедливость проявлять. Думаю, что Джогорку Кенеш создаст комиссию по проверке этих событий и, значит, вынесет справедливое решение. Джогорку Кенеш умеет это делать. Он это делал, справедливое решение по аксайским событиям, по делу Батукаева, по делу решения статуса экс-президента у Атамбаева. Я думаю, что точка будет поставлена и истина восторжествует. В данном случае истина на стороне не министра Джунушалиева, не шефа ГКНБ. В данном случае истина на стороне замминистра, бывшего, на стороне генерала-майора Курсана Асанова. Все, что я хотел сказать сегодня. Спасибо.